Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Приветствуем вас в очередной раз в студии Абхазского телевидения. Сегодняшняя тема – это для многих неожиданное предложение к Украине от президента России Владимира Путина о прямых переговорах без предварительных условий. Да, он предложил встретиться в Стамбуле 15 мая. Как вам кажется, вообще что это означает, вот этот шаг? Вы знаете, последние несколько месяцев много говорили о перемирии вообще в Украине, что это возможно, что президент США взялся за это дело и он доведет до конца. Но то, что заявил Владимир Путин, это действительно новый такой шаг по отношению, который был сделан Путин по отношению к конфликту. Что это значит без предварительных условий? Это значит прямые переговоры с руководством Украины, если это возможно, если они с нами согласятся. Это первое. Второе, даже если группа будет образована со стороны России и Украины, это переговоры, которые имели место, помните, в 2022 году, которая была прервана, и, к сожалению, она не получила развития. Если бы она получила развитие, не случилась бы война. Это продолжение этих договоренностей. Что это значит? Это не перемирие, это не мир между Россией и Украиной, это переговоры о возможном мире или вообще перемирии. Когда перед праздниками 9 мая Владимир Путин заявил о трехдневном остановке стрельбы и так далее, со стороны России это соблюдалось, как многие подчеркивают, многие об этом говорят. Но, к сожалению, война продолжилась. И если это переговоры получат развитие, если это случится в Стамбуле, это говорит о том, что первый серьезный шаг сделан в плане урегулирования украинского конфликта. Но здесь очень много проблем. Потому что, я еще раз говорю, что и вопросы, которые затрагивают и национальные интересы России, и национальные интересы Украины, они настолько противоречивы, радикально разнятся, что прийти к какому-то согласию будет очень сложно, без посредников. Но насколько это будет эффективным, и такая встреча, если это случится, мы увидим, наверное, где-то через месяц, наверное, потому что дата обозначена 15 мая. Но понимаете еще в чем дело? Когда начинаются переговоры в таких сложных конфликтах, редко когда бывают без участников-посредников, без участия посредников или международных организаций, например, ООН. В этом случае выход на прямые переговоры с Украиной, это значит, что Россия согласна, несмотря на то, что вопрос ставится под большим вопросом легитимность президента Украины, так называемого президента Украины. Путин согласен встретиться даже с руководством Украины, если вопрос урегулирован получит развитие и будет разрешен этот конфликт. Но всегда, вы знаете, все делают с такой оговоркой, с учетом реалий, которые сложились на земле. То есть события, которые произошли после начала специальной военной операции. То есть это что значит? Все территории по закону, по Конституции, они должны быть возвращены России. Это первое. Должен начаться процесс демилитаризации, денацификации. И с учетом соблюдения всех прав русскоязычного населения в Украине. Пойдет ли на это Украине? Вряд ли, я сомневаюсь, честно говоря. Но первый шаг, я еще раз говорю, этого сделан. Это говорит о том, что Россия согласна на какие-то серьезные шаги в плане урегулирования конфликта, остановки войны. Я думаю, что в ближайшие недели покажут, как это событие будет развиваться. Многие, кстати, задавались вопросы, почему Стамбул. Вы частично ответили на этот вопрос, потому что когда-то это начиналось в Стамбуле в марте 22 года, и там каким-то важным тоже вроде бы договоренностям пришли, которые в итоге не были исполнены. Это и про нейтралитет Украины, это и про невступление в НАТО. То есть, как вам кажется, Стамбул, еще раз, Стамбул-2, потому что это продолжение той истории, которая не была завершена, да? В какой-то мере да, потому что эта история не завершилась по вине западных стран, и прежде всего Великобритании. Мы открыто об этом говорят. Тогдашний премьер-министр Джонсон приезжал, оказывал давление на руководство Украины, чтобы она не исполнила договоренности. Почему Турция, почему Стамбул? Эрдоган всегда, президент Турции, всегда говорил, в плане организации встречи между руководством Украины и России можно выбрать Стамбул, мы гарантируем и безопасность, и это хорошая площадка. Тем более опыт есть встречи, как вы сказали, в 2022 году. И я думаю, что в этом отношении это хорошая площадка для встречи после трехлетней войны. Я думаю, что получит ли это развитие? Вряд ли, потому что уже ситуация изменилась.
Понимаете, вот когда была одна ситуация была, допустим, в 2022 году, я имею в виду соотношение сил, я имею в виду и вообще и результаты войны, и это говорит о том, что, наверное, жестко Россия все-таки будет ставить вопрос о возвращении этих территорий и вопросы не вступления Украины в НАТО, и вопросы, которые я перечислил, это денацификация, демилитаризация. Что это значит, во-первых? Украина должна соблюдать пределы, которые будут ей установлены. То есть она может вооружаться, но до определенного предела. Помните, когда закончилась Вторая мировая война, Германии была предложена вот такая вот рамочка, за которой она до сих пор, кстати, не переходит. Потому что, например, Германия может иметь свое ядерное оружие. Вот такие пределы, вот такие преграды перед Украиной будут поставлены Россией, чтобы раньше вопрос ставился, и потом в последующем, если это случится, чтобы не было провокации, и это очень важно. Потому что, знаете, вот если какое-то перемирие будет заключено, если пройдет некоторое время, допустим, не знаю, месяц пройдет, 1,5 месяца, опять начнется война, это говорит о том, что с политическим руководством окончательно Украины невозможно договориться. И поэтому это очень важный шаг со стороны Владимира Путина, а вот к чему это приведет, я думаю, что в ближайшее время покажет. А как вам кажется, многие уже стали сомневаться в том, что все-таки 15 мая состоится эта встреча, начнутся эти переговоры. Там, например, Трамп сразу же сказал, что Украина должна принять обязательно это предложение, обязательно поехать в Стамбул. Но Зеленский говорит о том, что с понедельника, вот с сегодняшнего дня, он заявил, он писал в своем телеграм-канале о том, что Россия должна длительное перемирие показать, чтобы убедиться, что это базис якобы для вот этой встречи. То есть будет ли вообще, начнется ли это 15 мая, как вам кажется? Самое главное, на каком уровне начнутся эти переговоры. На высшем уровне вряд ли, потому что со стороны политического руководства России не было таких заявлений, что, например, Путин поедет в Стамбул. Я думаю, что не поедет. А что касается других уровней, допустим, да, со стороны каких-то экспертов, такая встреча и планируется вполне возможно. Об этом говорят, потому что об этом говорит и политическое руководство Турции. Это считается, что если этот первый шаг будет сделан, она получит развитие. А какова будет реакция западных стран? Будет ли оказано какое-то давление на Украину, чтобы она согласилась? Я думаю, что это дни покажут, в ближайшие дни. Я думаю, что, знаете, вот я верю некоторым экспертам, которые говорят, что в этом году все-таки война вряд ли будет остановлена. И объясню почему. Потому что если вдруг Украина не согласится мирно вернуть эти территории по Конституции уже Российской Федерации, Владимир Путин говорил, что мы это все вернем в результате специальной военной операции. Я думаю, что эта война будет продолжена. Но я думаю, еще раз хочу подчеркнуть, что это в ближайшие дни покажут, насколько предложение Владимира будет воспринято серьезно политическим руководством Украины, и такая встреча состоится. А еще, кстати, вот некоторые эксперты пишут о том, что вообще-то предложение следствие того, что сложилась некая патовая ситуация. Вот вы как к этому относитесь? Вы знаете, я всегда слушаю военных экспертов, как война вообще развивается. И они говорят, что все идет по плану, что все-таки постепенно такое продвижение российской армии, освобождение населенных пунктов, это в плане такая стратегия, которая сложилась после неудачного контрнаступления украинской армии в 2023 году. Это в интересах, и говорят, и причем еще подчеркивают, что вряд ли война будет остановлена. Владимир Путин, и какой смысл, задает вопрос, если Россия побеждает, вот видите, на поле боя. Потому что, я еще раз говорю, что еще Донбасс не освобожден, это первое. Города некоторые не освобождены, а еще до сих пор находятся под управлением вооруженных сил Украины. И понимаете, и остальные вопросы очень важны для России. Остальные очень важны. Постоянно Владимир Путин подчеркивает, мы должны решить вопросы первопричины. Что это значит первопричина? Да, вот что? Тут имеется в виду НАТО? Имеется в виду, что тут имеется в виду? Не только НАТО. Да. Мы же видели, как Украина политически развивалась за последние десятилетия. Как нацизм побеждал, идеологически побеждал в этой стране. Если бы это не произошло, Украина была бы стабильной, процветающей страной. Вот все эти причины должны быть устранены. Или руководством Украины, или это будет сделано в результате специальной военной операции. Это главное, чтобы в дальнейшем, чтобы Украина не представляла какую-то угрозу Российской Федерации. В плане вообще всего. И в плане военной безопасности, вообще экономической безопасности.
национальной безопасности и вообще во всех отношениях, потому что все-таки Украина для России очень важна, учитывая и историю, и поэтому, что я верю, что все-таки Владимир Путин будет добиваться довести эту операцию до конца, чтобы все задачи, которые были поставлены, они будут выполнены. А вот какой ценой, какими средствами, я думаю, что в ближайшие недели какие-то новости мы узнаем очень серьезные в этом плане. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас.